Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Сколько вам было лет, когда началась война? 16 лет. В 8 классе. И забрали прямо, значит, на фронт. Сначала освободили Киев. Это был праздник освобождения Киева. А потом, значит, все-таки жили и наступали, значит, Житомир, Винница. И мы тоже так участвовали в освобождении Житомира. Вот. А потом, конечно, свободно работали в Российской Федерации. Вот так. Сиди, Калинович, а вы сами откуда? А? Сами откуда? Сам? Да. Я из деревни Татарбаева. Татарбаева. Откуда пошли, да, на фронт? Ага. Ну, учился в 8 классе. И забрали, значит, прямо на фронт. Почти не обучали и прямо отправляли на фронт. Освобождение Киева, а потом Житомир. Это орден, это после освобождения Житомира. Немцы, конечно, очень упорно наступали. Но все-таки мы, это наша армия, российская армия, все-таки победила. Годы войны вам что запомнилось? Что было тяжело? Тяжело везде, конечно. Это же война. Да. Не спрашивай. Ну, такого не было, да, такого страшного? Было. Особенно вот освободили Житомир. Немцы упорно направились, значит, чтобы не освободить Житомир. Но все-таки мы победили. Был ранен. А после войны где вы работали? Окончил университет. Что вы скажете нынешнему поколению? Жизнь. Да. Это очень, конечно, сложно жить-то. Ну, сейчас не трогают, потому что пенсии хорошо дают. А особенно в участке войны много вашим дает пенсии. Что скажете молодым людям, вот девочкам? Что пожелаете им? Желаю-то, значит, работать, особенно, конечно, своих друзей и своих народов любить и работать. Желаем вам здоровья крепкого, живите еще долго-долго, не болейте, и пусть у вас будет всегда вокруг вас добрые, заботливые люди. Попробуем. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.